Напомним, что после проверки прокуратуры Якутска законности при содержании детей в городском специализированном доме ребенка Министерство внутренних дел Якутска возбудило уголовное дело в отношении персонала этого заведения. Как выяснилось, в ходе прокурорской проверки детей в учреждении воспитывали довольно жестоким способом, привязывали к кроватям. Однако персонал дома ребенка отрицает эти факты. На момент приезда съемочной группы ЕСЯ и заместителя министра здравоохранения Якутии Людмилы Вербицкой все сотрудники дома ребенка были на местах. Врачи и медсестры проводили стандартные процедуры, воспитатели ухаживали за детьми, дети были обуты, одеты, накормлены. Какого-либо жестокого обращения с детьми нами замечено не было. Однако подобный факт уже имел место быть. Как сообщила Людмила Вербицкая, случай привязывания детей был установлен служебной проверкой Минздрава летом 2015 года. Медсестра во время, поднимала детей с полдника. И чтобы дети, не вылезли с кровати, чтобы они не разбили там себе нос, не сломали ручки, ножки, она их зафиксировала за лямки к кровати. А в это время поднимала других детей. Вообще детей у нас не привязывают. Это был единичный случай. И то дети были действительно такие возбужденные. На сегодняшний день в специализированном доме ребенка находится 89 воспитанников. Причина отказа родителей зачастую одна и та же. Их дети нездоровы. Однако среди всех поступивших, а в среднем это 200 детей в год, 20% физически и умственно здоровые, правда, не нужные своим родителям. Одни поступают сюда прямо из роддома, других приводят инспекторы по делам несовершеннолетних. Есть и те, которых матери приводят сами. У большинства детей врожденный артрогриппоз, патология головного мозга, врожденное органическое поражение центральной нервной системы. Есть дети, которые не могут самостоятельно дышать, находятся в хроническом вегетативном состоянии, словно растения. Родители отказываются от детей. Те, которые родились с множественными пороками, приезжают из других субъектов, из других регионов. И когда рождаются такие дети, то мы берем, конечно, их в свои стены, сразу из родильного отделения. За ними круглосуточно ухаживают сотрудники дома ребенка в 3 смены через каждые 8 часов. Это 4 врача, 45 медсестер, 23 воспитателя и 25 санитарок. Меняется смена. Неважно, день это или ночь, здесь постоянно горит притушенный свет, и они постоянно за ними наблюдают. Это особый дар милосердия для того, чтобы здесь быть, приходить, каждый день работать, отдавать себя, свой труд, свою душу сюда, именно этим детям. И ночная смена есть, когда ночная смена приходит и ухаживает за детьми? Да, конечно. Дети ни на секунду не оставляются без присмотра. Как заявила заместитель министра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая, министерство будет проводить свое собственное расследование по факту привязывания детей к кроватям. И при подтверждении факта ответственные лица, включая руководство специализированного дома ребенка, будут отстранены от занимаемой должности. Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСЯ.